В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Власти Якутии планируют в 2021 году привлечь в арктические районы 84 медика по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Это в 1,4 раза больше по сравнению с прошлым годом. Всего по этим двум программам на 2021 год запланировано 137 квот. Из них 110 врачей, 27 фельдшеров. В прошлом году в регионе выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» получили 156 медицинских работников, что составляет 100% реализацию программы. Из них 55 врачей и 5 фельдшеров выехали работать в арктические улусы. Отметим, что с 2020 года в регионе размер выплат медикам увеличился вдвое. Угледобывающая компания «Колмар» запустит в работу высокотехнологичную шахту «Восточная Денисовская» в Нерюнгринском районе Якутии 9 апреля. Мощность шахты составляет 4 миллиона тонн угля в год, выработка 37 лет. За счет увеличения объема производства и ввода новых объектов «Колмара» общий план по добыче угля в 2021 году прогнозируется с увеличением почти в 2 раза – до 12 миллионов тонн. Кроме того, ожидается увеличение объемов погрузки концентрата угля до 7,5 миллионов тонн угля. С увеличением объемов производства и вводом новых объектов в компании в 2021 году будут созданы еще 1287 новых рабочих мест. Новый виток развития экономики ожидает Якутию со строительством второй ветки Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Как сообщили в Минтрансе региона, это позволит республике увеличить провозную способность для отгружаемого в регионе угля, а также обеспечить перевозку возрастающих объемов отгрузок угледобывающих предприятий республики. Ранее военные железнодорожники начали строительство второй ветки БАМа. Всего планируется протянуть пути на протяжении 340 километров от станции Улак к станции Февральск. Отметим, что Улак является начальной точкой железной дороги, ведущей к Эльгинскому месторождению в Якутии. Станция Февральск расположена в Амурской области в направлении Агоджинского месторождения. Оба актива принадлежат компании А-Проперти. Компания «Нордголд» планирует в полевом сезоне 2021 года провести комплекс геологоразведочных работ на месторождениях Гросс, Таборное, Темное и Высокое в Якутии. На месторождениях будет пробурено около 20 тысяч погонных метров скважин методом бурения с обратной промывкой. Помимо этого, на месторождении Таборное будет пробурено 8 тысяч метров с целью исследования руды на глубоких горизонтах изучения ее технологических свойств. Также с целью прироста запасов месторождения Гросс в этом году начнется геологоразведка южного и северо-восточного флангов месторождения, где общий объем колонковского бурения составит 25 тысяч погонных метров. Кроме того, в рамках наращивания минерально-сырьевой базы продолжится изучение месторождений, расположенных в кластере Гросс и их флангов, а также региональная геологоразведка на других перспективных площадях кластера. Федеральный фонд защиты прав дольщиков выплатит компенсацию 73 дольщикам двух проблемных домов застройщика-банкрота «Семир» в Якутии. Общая сумма компенсации составляет 106 миллионов рублей. Выплаты гражданам будут осуществлены в течение 10 рабочих дней с даты подачи полного комплекта документов в bankdom.rf. Напомним, компания «Семир» планировала построить в Якутске 3 многоквартирных дома, но не исполнила свои обязательства. В прошлом году 147 человек, заключивших договор о долевом участии по одному проблемному дому, уже получили выплаты. Размер компенсации рассчитывается исходя из рыночной стоимости квадратного метра. Суммы выплаты устанавливаются индивидуально для каждого дольщика на основании отчета независимого оценщика, привлеченного федеральным фондом. Компенсация не может быть меньше, чем сумма, оплаченная по договору участия в долевом строительстве. 47 миллионов рублей планируется направить на ликвидацию дефицита пропускной способности газовых сетей в Якутске и его пригородах. Данный вопрос обсудили в ходе встречи гендиректор Сахатранснефтегаза Алексей Колодезников и мэр Якутска Евгений Григорьев. Так предлагается утвердить дорожную карту реализации мероприятий по ликвидации дефицита пропускной способности газовых сетей в первоочередных кварталах Якутска и пригородов на 2021 год. Кроме того, на текущий момент разрабатывается схема газоснабжения низкого и среднего давления городского округа. В бюджете намерены предусмотреть финансирование на корректировку схем газоснабжения, что позволит добиться своевременного выполнения работ. Это были все новости экономики к этому часу. Оставайтесь в курсе событий на Якутия-24.